Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение главе Башкортостана и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву по уголовному делу. В Незалежной считают, что башкирские чиновники слишком активно помогают военнослужащим в зоне спецоперации. И с этим, кстати, трудно поспорить. Эксперты и сами бойцы подтверждают большую вовлеченность Радия Хабирова в деле СВО. Сообщение украинской стороны многие восприняли с известной долей скепсиса и юмора. Как повлияет предъявленное обвинение на ситуацию, расскажем в следующем материале. Я же еще понимаю, я глава республики, который не скрывает своей позиции. Я там во всех их базах данных, во всех их там санкциях и так далее, я для них персонифицированный враг, и я это понимаю. За врагами охотятся. Он всегда понимал уровень рисков и шел на них сознательно, и когда прямо выражал свою позицию с правительственных трибун, и когда приезжал на передовую, чтобы навестить бойцов в зоне спецоперации. Смириться с этим украинская сторона, очевидно, не смогла, предъявив главе Башкортостана и мэру Уфы заочное обвинение по уголовному делу. Используя свое политическое влияние и административные ресурсы, подозреваемые лично отдавали распоряжение на приобретение для армии России военной техники, оборудования, амуниции. Досудебным расследованием занимается управление СБУ в Винницкой области. В том, что дело доведут до суда и даже вынесут обвинительный вердикт, сомнений нет. Вот только на позицию Радия Хабирова относительно спецоперации это никак не повлияет, заявили в администрации главы Башкортостана. С юридической точки зрения мы рассматриваем этот акт как правовой нонсенс, поскольку государственный служащий одного государства, который самоотверженно работает на благо своей страны, защищая ее суверенитет и безопасность, подвергается за это уголовному преследованию в другом государстве. Вместе с тем, Радий Фаритович относится к действиям органов прокуратуры Украины совершенно спокойно и будет делать все для содействия достижения цели специальной военной операции. Акт украинской стороны и в администрации, и среди общественности рассматривают не иначе, как признание личного вклада Радия Хабирова в поддержку СВО. Сообщение украинской генпрокуратуры эксперты восприняли с известной долей скепсиса и юмора. Юридических оснований и решения украинских властей не имеет. В Конституции Российской Федерации в 59-й статье сказано, что защита Отечества – это долг и обязанность любого гражданина Российской Федерации. А в соответствии с нынешней ситуацией Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области являются частью Российской Федерации. Это наша законная территория, принятая в состав в соответствии с нормами международного права, в соответствии с российским законодательством. Поэтому какой субъект, какому субъекту, как помогает – это наше внутреннее дело. Будучи юристом с ученой степенью, Радий Хабиров и сам знает все эти тонкости, в том числе понимает, что решение органов прокуратуры Украины может иметь достаточно серьезные последствия. Если Радия Хабирова заочно осудят, он подвергается риску быть арестованным в любой зарубежной стране, куда поступят соответствующие запросы от Украины. Я сомневаюсь, что глава региона Радий Фаритович Хабиров в ближайшее время поедет в Оттаву, Вашингтон, Брюссель или Варшаву. Так вот, это решение может быть поддержано только ничтожным количеством государств, стран НАТО, а мировое сообщество, естественно, к этому заявлению серьезно не относится. В своем обвинении Генпрокуратура Украины упоминает и многочисленные башкирские гумконвои. Однако Радий Хабиров помогал Донбассу еще до начала специальной военной операции. Именно с его подачи отремонтировали школу в городе Петровское, которая теперь носит имя Минигалии Шаймуратова. Это очень замечательный человек. Мы ценим нашу дружбу потому, что он все обещания, которые нам давал, выполняет. Побывав первый раз в нашей школе, он пообещал из нашей разваливающейся, рассыпающейся школы сделать современную, суперсовременную школу, то, что мы имеем сейчас. На новость отреагировали и командиры башкирских батальонов, подтвердив, глава действительно помогает бойцам. Радий Фаритович всегда был отличным руководителем и хорошим мужиком. То есть, как он поддерживал, так и будет поддерживать нашу спецоперацию ребят из Башкирии. Вся гуманитарка, все необходимое, что нужно для батальонов, для моего батальона, а также для других батальонов, все приходит. Большая благодарность. Нынешнее заявление не первый случай, когда Башкортостан оказывается в поле зрения властей Украины. В прошлом году, например, министр обороны Незалежный призвал башкир не участвовать в спецоперации. Однако всякий раз украинские заявления имеют обратный эффект. Башкирия – это одна из лидирующих, на самом деле, в вопросах помощи СВО республика. Здесь сформировано очень много добровольческих батальонов отдельных. Они показали себя
очень классно на линии боевого соприкосновения. Ну и, собственно говоря, то решение, которое было принято в Киеве, это, я считаю, оценка, очень хорошая оценка результативности этого действия. Далеко не каждый руководитель российского региона удостоился этой высокой чести. Это настоящий патриот. Он будет помогать, помогал и будет помогать. Еще больше будет помогать. По крайней мере, это как раз в его духе. Своими действиями режим Украины пытается оказать давление на руководство страны и регионов. Однако, полагают эксперты, Радия Хабирова как борца это только раззадорит и подтолкнет к еще большему упорству в деле поддержки СВО. Артур Шамсудинов, Полина Затолокина и Загира Тангулов. Итоги недели.